Как об этом было уже не раз сказано, о том, что Иблис, шайтан, старается уничтожить наши деяния, сбить нас. И один из таких инструментов, через которые аннулируются наши деяния, стираются наши деяния, это показуха. Показуха, когда мы делаем что-то не ради Аллаха. То есть желаем похвалу от людей, либо уважение людей, либо дараджа, положение среди людей через какие-то деяния, которые должны делаться только ради лика Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля не принимает эти деяния. То есть Аллах Субхану ва Тааля ревнив. И это качество Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах не принимает ничего, что делается для Аллаха и для чего-то другого. То есть Аллах говорит, я в этом не нуждаюсь. Он принимает только то, что делается только для Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому Иблис, понимая, что если в нашем сердце появится вот это желание сделать что-то на показ, даже показуха, все наши деяния, они аннулируются. То есть если мы пожелаем, давая садака, чтобы люди нас за это похвалили, мы награду за это не получим у Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому человек должен стараться искоренять в себе это, искоренять. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже назвал это деяние ширком. То есть предавание Аллаху сотоварища. Согласно мнению ученых, это маленький ширк. То есть эта вещь не выводит из ислама, но тем не менее она пагубно является большим грехом и уничтожает деяния, которые мы совершаем. И ученые сказали, есть причины или как инструменты, дабы искоренить в себе эту показуху, искоренить в себе желание получить похвалу людей. То есть стараться, чтобы эти деяния были искренними ради Аллаха Субхану ва Тааля. Первое – это то, о чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул в хадисе Умара, когда Джибраиль, алейхиссалям, пришел, спросил, когда сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сидели с пророком, пришел человек в белой одежде, с черными волосами, которого никто не знал, но на нем не было асара, то есть следов путешествия. Он сел напротив пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и стал задавать ему вопросы. Расскажи мне об имане, расскажи мне об исламе. И третье, о чем он спросил, расскажи мне об ихсане. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ихсан – это поклоняться, как будто ты видишь Аллаха. И если даже ты не можешь видеть Аллаха, Аллах видит тебя. То есть вот это ощущение, что Аллах видит тебя, если человек прочувствует это, понятно, что это нелегко, это уровень, до которого человек должен дойти. Но если он дойдет до него, что понимая, что как Аллах Субхану ва Тааля наблюдает за ним, где бы он ни находился. И об этом сказал Хасан аль-Басри, когда его спросили о причине его набожности, одну из которых он сказал, я постеснялся. То есть я когда понял, что Аллах везде видит меня, я постеснялся совершать грехи. То есть человек, который осознал о том, что Аллах везде его... Мы на словах все верим в это, Аллах всевидящий, это его качество, но мы не осознаем это. Если бы мы осознавали это, мы не совершали бы грехи, когда остаемся одни. И когда человек поймет, постигнет это, то для него уже не будет важно мнение людей. Для него будет важнее то, что Аллах о нем думает. И человек, который осознал вот это понятие ихсана, когда что Аллах все видит его, он уже не будет нуждаться в заигрывании с людьми, чтобы получить их похвалы или положение. Второе, о чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал нам насихат, это просить у Аллаха Субхану ва Тааля помощи в этом. В хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегая своих сподвижников, говорит, «О люди, бойтесь этого ширка, ибо он менее заметен, чем шорох муравья». Кто-нибудь из нас слышал шорох муравья? Вообще муравей, он издает шорох или нет? Наверное, но мы его не слышим. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ширк еще тише этого, еще более незаметнее, чем это. На что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как же мы сможем уберечься от того, если он настолько скрыт, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, говорите, Аллахумма инни на'уду бика мин ан нушрика бика шей'ан на'ламаху ва настагфиру лак лима ла на'лам. О Аллах, поистине мы прибегаем к Тебе за помощью от того, чтобы приравнять к Тебе что-либо, то есть сотоварища, ширк, зная об этом, и просим у Тебя прощения о том, что мы совершили это, не зная. То есть просить у Аллаха, Субхану ва Тааля, о Аллах, избавь нас от показухи, избавь нас от лицемерия. О Аллах, наставь нас, дай нам искренность в деяниях. Просить у Аллаха, Субхану ва Тааля, потому что без помощи Аллаха, без Его руководства, без Его помощи мы не достигнем этого. То есть, когда мы просим у Аллаха, Субхану ва Тааля, помимо того, что мы просим жену, детей, богатство, машины, мы должны также просить и те вещи, которые
помогут нам сохранить наши деяния. И это то, о чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул в этом хадисе. Третьи ученые сказали, чтобы человек понял те скверные последствия, к которым приводит показуха. Понимать, что если мы делаем что-то, мы можем потратить большое количество денег, мы можем потратить много сил, времени, усилий, но это все полностью аннулируется по причине того, что мы хотели что-то помимо довольства Аллаха Субхану ва Тааля. И самым страшным об этом упоминается в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о троих, которые самые первые попадут в ад. В ад первые попадут кто? Шахид, хафиз и человек, который тратил на благотворительство большое количество денег. Удивительно. Удивительно. То есть мы говорим, шахид, он сразу в рай. Хафиз, человек, по причине которого короны из света наденут его родители. Человек, который тратит на пути Аллаха, садакатуль джария, будет причиной прощения его грехов, но тем не менее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, первые, которые попадут в ад, это эти трое. И длинный хадис, резюмируя, Аллах Субхану спросит у шахида, тебе дали время, силу, куда ты их потратил? Он сказал, я боролся на твоем пути и погиб. Он сказал, ты это делал не ради меня, ты это делал для того, чтобы люди про тебя сказали, он муджахид. И люди про тебя сказали, ты получил, от меня больше ничего не жди, верните его в ад. Хафизу скажет, тебе дали время, усилия, жизнь, куда ты потратил? Он сказал, я ради твоего лика учил твою книгу и читал ее. Он сказал, нет. Ты это читал для того, чтобы у тебя было дараджа, положение, о, это хафиз. Люди про тебя это говорили. То есть люди возвеличивали тебя, уважали тебя. Ты это хотел, ты это в дуне получил. В ахирате тебе нет ничего, верните его в ад. И человек третий, который тратил деньги на благотворительность, у нас спрашивает, Аллах тебе дал жизнь, силы, деньги, куда ты их потратил? Он сказал, я тратил деньги ради довольства Аллаха Субхану ва Тааля, надеясь на его милость, на что Аллах Субхану ва Тааля скажет, нет. Ты их тратил для того, чтобы люди сказали, какой это человек щедрый, хороший. И люди про тебя так и сказали. А здесь нет ничего, и верните его в ад. То есть вот по причине того, что мы хотим похвалу людей, все наши деяния, которые мы делаем ради Аллаха, Аллах аннулирует. Поэтому, понимая, что вот это желание, которое появляется, либо то, что похвастались мы этим, мы тем самым уничтожили всю награду, которую мы получили. Зная это, мы без сомнения будем стараться уберечь свой язык от этого. Также ученые сказали, что знание человека в том, что человек, который занимается показухой, уже в этом мире Аллах его унизит. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который приходит в Бухари и Муслиме, тот, кто желает славы, желая быть на слуху, Аллах сделает так, чтобы о нем услышали. И тот, кто желает показать себя, Аллах покажет его. И Ибн Хаджар в Фатх аль-Бари приводит слова Аль-Хаттаби, который сказал, что смысл этого заключается в том, что тому, кто совершил свои деяния неискренне, желая лишь того, чтобы люди обратили на него внимание и о нем распространилась молва, будет воздано тем, что Аллах обличит его, то есть опозорит его, и всем станет известно то, что он скрывал. То есть его секрет раскроется, Аллах опозорит его. То есть даже вот ты делаешь благотворительностью занимаешься для того, чтобы люди сказали, о, какой щедрый, вот хороший человек, набожный. Даже в этой дуне ты за это не получишь. Аллах даже в этой дуне этого человека раскроет, унизит его. И также некоторые говорили, что если человек хотел своими деяниями заслужить высокого положения среди людей, а не лика Аллаха, Аллах сделает так, что эти люди, от которых он хотел добиться своих целей, станут отзываться о нем дурно. И в будущей жизни он не получит никакого вознаграждения. То есть человек даже в этой дуне не получит за это ничего. И понимая, что деяния, которые мы делаем только ради лика, должны делать только ради лика Аллаха Субхану ва Тааля. Если мы делаем для чего-то другого, ни в этом мире, ни в ахирате мы не преуспеем. Ни в этом мире, ни в ахирате мы ничего не получим от этого. И это тоже одна из причин, от которой мы должны отдаляться от такой вещи, как показуха. И пятое. Ученые сказали, человек должен скрывать. Скрывать те деяния, которые мы делаем ради Аллаха. И это деяние, опять же, нужно правильно понимать. Есть деяния, которые нельзя скрывать или не получится скрывать, такие как джамаат, намаз, произнесение азана. То есть эти вещи, они делаются с джамаатом, мы должны приходить в мечеть. Но тахаджуд намазы, садака, которую мы делаем, мы должны скрывать, потому что, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ширк, он приходит потихоньку, как муравей.
в темную ночь, в темноте, ты его не заметишь. То есть, возможно, в самом начале у меня было желание ради Аллаха потратить эти деньги. Но Иблис будет стараться зарождать в нашем сердце желание, чтобы меня за это похвалили. А если кто-то еще похвалит, поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если кто-то похвалил кого-то в его присутствии, он сломал ему хребет. То есть, возможно, вот тем, что мы его похвалили, ему понравилось от этого. Мы испортили его, то есть уничтожили все его деяния, которые он делал в самом начале ради Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому человек, один из инструментов того, чтобы уберечься от показухи, это стараться скрывать свои деяния. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о 7, которые окажутся в тени. В тот день, когда не будет тени, один из них тот, который левая рука не знает, сколько отдала правую. То есть даже рука не знает, сколько он потратил на пути Аллаха. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, таби'ины, они прятали свои деяния. Всем известный Мухаммад аль-Ханафия. То есть человек, который только когда он умер, узнали то, что он кормил 30 или 40 семей в Медине. И узнали почему, когда тело его обмывали, на спине нашли черные следы от того, что он на себе таскал груз. И удивились, почему. То есть мы тело моем, и на нем синяки. Что с ним происходило? То есть человек не дрался, ничего. Откуда? И потом, когда этот человек умер, 30 или 40, я боюсь сейчас ошибиться, суть не в этом. Эти семьи перестали получать еду ночью. То есть кто-то приносил ночью, оставлял мешок с едой. И то, что этот был человек, люди узнали только, когда этот человек умер. То есть так они совершали. А мы дадим что-то, и потом начинаем, вот я тебе помог, вот, а ты там спасибо не... Ради чего ты делаешь? Если ты делаешь ради того, чтобы он тебе спасибо сказал, тогда не жди у Аллаха, субхану. Если ты сказал у Аллаха, тогда не жди спасибо. Если ты делаешь ради Аллаха, субхану, не жди от людей. Человек может не заметить, человек может не отблагодарить, человек может, более того, наругать может. Но если ты ждешь у Аллаха, жди у Аллаха, не жди от людей. А если же тебя задело, что тебе спасибо не сказали, или Аллах сказал, ты этим приткнул, тогда ты это делал не ради Аллаха, субхану. Тогда не жди награду у Аллаха. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во многих хадисах указывает, что человек должен стараться контролировать себя. Ради чего он это делает? Деяние принимается по 2 причинам. Любой айбадат, любое поклонение принимается только если выполняются 2 условия. Первое, мы должны делать так, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Второе, мы должны делать искренне только ради Аллаха, субхану ва тааля. Если мы делаем для Аллаха и для кого-то другого, для чего-то другого, Аллах это деяние не примет. И пусть Аллах, субхану ва тааля, убережет нас от такого пагубной вещи, как показуха. Ва акулю кавля хада, ва астагфируллаха ва атубу илейх.